Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех, друзья. С вами снова я, Арцуев Аслан, на канале Реалити Аслан Арцуев. Сегодня я решил зайти в ТикТок и провести стрим. Чуть попозже я проведу еще один стрим с украинским блогером Киевская Русь Сергеем Ивановичем. Сегодня 14 июля 2022 года. И давайте поговорим. Напоминаю еще раз. Сейчас время, кстати, 14:24 по Берлину и 15 часов 24 по Джохару. Напоминаю, что наш канал везде постоянно банят, запрещают, везде пытаются ставить нам препоны. На территории фашистской России мой канал запрещен, YouTube канал Реалити и Аслан Арцуев запрещены, поэтому распространяйте ссылки, сообщайте друзьям, знакомым в социальных сетях ссылку на наш сегодняшний стрим. Также напоминаю, что после того, как наш сегодняшний стрим закончится, я этот стрим перемещу на свой канал в YouTube, на канал Reality. Reality HRCI, Human Rights Center Ичкерия. Задавайте ваши вопросы, ставьте лайки и давайте пообщаемся. Давайте пообщаемся. Так, Виталий к нам зашел. Заходите, друзья, ставьте лайки и распространяйте наш стрим. Так. Чем больше лайков, тем больше зрителей, сообщает нам ТикТок. Поэтому не скупитесь, ставьте лайки. Можно много-много раз подряд нажимать пальчиком на экран. И будут появляться лайки. Просто много-много. Вот кто-то прислушался к моему совету. Дуже дякую, как говорят наши друзья-украинцы. Привет, Максим Шаповал. Витаю вас, Максим. Витаю. Но пока вы собираетесь, я по традиции сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины зачитаю. Это тоже очень важно для того, чтобы это осталось в архиве. Я буду смотреть на экран, но телефон у меня ровно напротив. И буду чуть-чуть смотреть в бок. Итак, общие боевые потери врага с 24 февраля по 14 июля ориентировочно составили персонал, да, то есть голов орков. Внимание, 37 870 штук. За прошедшие сутки уничтожено 300 русских боевиков. Танков 18 штук за прошедшие сутки и 1667 итого. Боевые бронированные машины 20 штук за прошедшие сутки, 3852 штуки итого. Артиллерийских систем 1 штука за сутки, 840 итого с начала крупномасштабного вторжения фашистов на территорию свободной Украины. РСЗВ 247 за сутки 0, антиаэркрафт 109 за сутки 0, самолетов сбито, это вообще отдельная моя любимая тема, 2 штуки. Как мы знаем, несколько дней русские террористы не летали в небе над Украиной, и вот взлетели, как полагается. И вертолетов 188 за сутки 0, самолетов 219 общей сложности достигла цифра, итого больше 400, да, получается, больше 400 самолетов и вертолетов. Это невероятно, это самые крутые цифры.
БПЛА оперативно-тактического уровня за сутки 3 штуки и 681 беспилотный летательный аппарат 1 за все время начала крупномасштабного вторжения. 681. Крылатых ракет 0, итого 155. Корабли, лодки, военные корабли 15, 0 за сутки. Автомобильная техника и автоцистерны 2720, плюс 16 за сутки. Спецтехника 67 и 0 за сутки. Самые большие потери противник понес на Краматорском направлении. Бей оккупанта, данные обновляются, вместе мы победим, наша сила в правде и так далее. И что я могу сказать? За прошедшие сутки бои продолжаются. Это информация на сегодня утро, 8 утра. 300 боевиков-террористов, вторгшихся на территорию Украины, ну или из коллаборантов, которые из Лугандонии, уничтожены. Это говорит о том, что идет интенсивные боевые действия идут. Также сообщается, что был нанесен удар по Виннице, по городу украинскому, который не оккупирован русскими террористами. И пока погибшие есть, но пока точно неизвестно. То, что я на момент, когда я владел информацией, это было где-то, наверное, полчаса-час назад, идет обстрел Винницы. За прошедшее время, как мы знаем, Украина получает мощную поддержку вооружения. Потихонечку оружие поступает. Теперь русские террористы все выучили название Химарс или Химарс, как они называют. И все будет Украина. Все будет Украина. Так, друзья, давайте почитаю ваши комментарии. Так. Потому что очень важно читать ваши комментарии. Так. Украина, так. Привет. Смотрящий орлиный черт к нам зашел. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Юнус Мусиев. Ахмад Псина к нам зашел. Так, Германия, привет, Германия. Якщо Украина подпиши мирный договор с РФ, для Украины это будет провал чи перемога. Это будет абсолютное 100% поражение Украины. Не в военном плане, а в политическом плане. Потому что в военном победить Украину на сегодняшний день Россия не может. Ни в коем случае, пока не будет освобожден Крым, Луганск, Донецк, Крым, вся территория Украины, которая в соответствии с международными правами, международными законами имеет отношение, полное право Украины на эти земли, они должны быть возвращены. Если вы их оставите, вы проиграете. Рано или поздно они снова к вам придут. Их нужно разбить. Русский мужик понимает только, когда в пятак ему заезжают вот кулаком. И то до тех пор, пока у него оттуда сочится кровь. После этого он начинает опять возвращаться к своей вот этой излюбленной тактике гадить всем и наносить зло и так далее. Поэтому, конечно же, мирный договор с РФ может быть подписан только лишь на условиях Украины, а условия Украины — возмещение компенсации, привлечение всех виновных к ответственности за гибель десятков уже тысяч мирных граждан Украины и защитников Украины, и возвращение всех территорий. Полное, конечно, возмещение компенсации. Так. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Так. Почему за мной еврейский флаг, спрашивает меня Эрс Гутеррех. Потому что я уважаю Израиль, я уважаю евреев, много друзей евреев, которые помогали. И Израиль одно из первых государств, которое заявило протест против начала агрессии фашистской России против суверенного независимого чеченского государства. И я понимаю, почему ты задаешь этот вопрос, хоть ты его задал мне на чеченском, я тебе, так как у меня сегодня стрим на русском, я тебе отвечу на русском языке. Я знаю, почему ты его задаешь. Потому что очень много лжи и пропаганды против евреев и
и всего остального мира русские фашисты и террористы нам навязывали. И они это представляли так, что мы воюем не с мужиками, зачатыми в стоге сена, а со всем миром, с какими-то мнимыми кафирами, мафирами, кефирами и так далее. Поэтому я ломаю все стереотипы, я объясняю чеченцам, и тебе в том числе, если ты независимый, свободный чеченец, как и я, а не под-русский, подхолопный чувак, то я думаю, ты меня поймешь. Потому что в отличие от многих, я открыто это делаю, и у меня тоже есть родственники, как и у вас у всех, как у нас у всех, терроризируют, пытают и, вероятно, убьют. Вернее, были у меня родственники. Теперь у меня на этой дороге других родственников, кроме тех, кто придерживается моих взглядов, в виде взглядов Джохара Дудаева, освобождения нашей страны и привлечения к уголовной ответственности террористов из фашистской России. Других братьев, сестер, друзей, соратников у меня нет и до конца моей жизни больше не будет. И евреи, литовцы, американцы и все остальные нам помогали, помогают, именно поэтому висят эти флаги. Наш флаг, украинский. Украина нам особо не помогала, конечно, надо быть честными, но были 14 добровольцев в лице Александра Музычка, Сашко Белого, и были украинцы, которые нас поддерживали. Но было больше украинцев, которые поддерживали, конечно же, Россию, когда она нас убивала. Но сейчас эти вещи мы отбрасываем и все целиком и полностью поддерживаем свободную Украину, которая была усыплена вот этой ложью и пропагандой фашистской и помогала России против нас. И, кстати говоря, очень многие украинцы уже извинились и извиняются за то, что у них было вот такое отношение. Они ничего плохого нам не делали, но они нас не любили, потому что им об этом говорила русская пропаганда. Далее висит наш немецкий флаг. Германия нам очень много помогла. Здесь более 50-60 тысяч беженцев, чеченцев, граждан Чеченской Республики Ичкерия. Великобритания, вы все знаете Бориса Джонса, который очень много сделал. Флаг Израиля, прекраснейший флаг Израиля и флаг Литвы. И всем им слава. Так что вот такие вот дела. Так. Так, Минуар, Берлине, Отца Ашвик, Минуар. Почему я не вижу этот комментарий, где там что-то про Берлин, там туда-сюда. Ну ладно. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Сказочник, так. Почему я не вижу комментариев, где вот написан Берлин с ником? Так. Так. Тут какая-то дама зашла, которая вообще уважаемая, конечно, вы не по адресу. Сейчас мы обсуждаем, не как вы ко мне относитесь. Так. Як думаєте, якщо азовців спрятать до України має зрівняти Донецькі із землею? Стратять, то Україна має зрівняти Донецьк з землею. Ну, на русском, потому что я могу кое-что не понять и неправильно ответить. А как говорится, все под запись. Ассаламу алейкум, алейкум салам, ТикТок. Мы из Ичкерии. Добро вернется. Витаю, Ичкерия, Деон. Так.
Германия, что с вами случилось? Я не ваш принц. Ічкерія, братья наши. Дуже дякую. Героям слава, Джагарда герой, маж майохам Лиса Белли. Маж хана майол. Я раца ящан, халилуш мою изам. Так. Так, не смей говорить за всю Германию, говорит какая-то. Так, спасибо за подарки, друзья. Спасибо, спасибо. Так, ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассалам. Молодец, мужик. Слава Украине. Привет из Германии. Витаю, Германия. Героям слава. Кто ты, деда? Спроси у своей бабушки. Здравствуйте. Почему флаг Израиля? Да уже ответил, Дион. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Почему флаг Израиля не объяснил? Мне, так. Я с Украины. Александр, витаю вас. Так, Эдита, спасибо вам большое. Спасибо за подарки. Когда на фронт поедешь? Асна говорит, Манс Халитов. А мне надо, Манс? Ты с фронта пишешь, Дел? Прячься, позор. Немка говорит. Почему это я прячусь? Ничего подобного. Открыто. Заявляю, вот видите, я открыт сижу. Ваше бандпосольство в Берлине и бандпритон, консулат так называемый фашистской России в Гамбурге, я проживаю в городе Гамбурге, прекрасно знают мой адрес. И также все подхолопные другие товарищи, чеченоговорящие, тоже знают мой адрес. Я им лично его отправлял. Поэтому ни от кого не прячусь. И вообще, я чеченец. Нам бояться. Вообще, такой опции у нас не существует. Так, всем здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Спасибо вам за подарки. Ответить на вопрос, почему Израиль. Я уже ответил, Саид. Я уже ответил. Каждому анониму, который сюда заходит, я не обязан же отвечать. Я ответил. Этот стрим я помещу у себя на канале в YouTube, и ты можешь послушать, что значит Израиль. Респект Израиля, я тебе скажу. Привет из Хайфы. Хайфа, Израиль, привет. Во, Асна, когда на фронт? Манс Халидов, ты с фронта пишешь, скажи мне. Скажи, ты с фронта пишешь? Я с фронта. Зачем ты меня обманываешь, Манс? Спасибо, мы с сыном смотрим вас. Привет из Одессы. Одесса, привет. И сыну тоже большой привет. Так, Берлина, я люблю... Ну, хватит, Джермани, ну, хватит. Так, Ичкерия и Грузия, братья. Однозначно 100%. С удовольствием увижу тебя после победы России. Будешь классно вертеться. К сожалению, мы не увидимся никогда. К сожалению, мне очень жаль, конечно, но мы не увидимся. Потому что победы фашистской России больше не будет. Оксана, хватит задаривать подарками. Перестаньте. Штоп, Деон, штоп. Так, я вас не нашла в Ютубе. Как вы не нашли? Если вы в России, то на территории фашистской России мой канал запрещен. Так мой канал называется Реалити. Аслан Арцуев. Вот как этот канал в ТикТоке называется, так и называется. Оксана, спасибо за подарки. Хватит. А то я 100% сейчас куплю Волгу и уеду в Гагры жить. Так, Артем, пожалуйста. У меня друзья чеченцы. Чеченцы очень хорошие. Ну, как говорится, не все. Не все. Будем откровенными. Как и все, не все. Не ожидал от тебя такое, Саид Леон. А я не ожидал вообще от тебя, для Саид, такое. Американский флаг почему у тебя? Потому что это страна, которая величайшая страна современности. И фашистская Россия просто входит под себя при ее упоминании. Вот мы делаем, помогаем России ходить под себя.
Те русских надо спросить, вы за русский мир топит, то что пишут гадости. Так, так, скоро, позор. Мой любимый только со мной. Германия, у вас что-то случилось. Это новое, да, у вас новая у вас тактика появилась, да? Теперь признаваться мне в любви. Так, как дела, Аслан Лабинске? Лабинске? Как дела, Аслан Лабинске? Ама, не понял я, что ты имел в виду. В моем сердце Джахар Дудаев жив вечен. И в моем тоже. Все достойные люди помнят и чтят Джахара. Там убивают детей. В смысле ты гордишься за Израиль? Саид, не неси бред. Бред просто не неси. Идет война. И все, давай я сейчас не буду с тобой сейчас углубляться. Я здесь обсуждаю сегодня Украину и Ичкерию. И бред, и пропаганду, которую вы нахватались и пытаетесь ее распространять с умным видом. И я ее сейчас обсуждать не намерен. Я в Ужгороде. Да, Оксана, я помню. Россия великая страна. Говорит Sweet Candy. Sweet Candy. А почему тогда она у вас такая гнилая, если она такая великая? Величие страны определяется, на мой взгляд, и я думаю, со мной не будет никто спорить, двумя факторами. Ни размером страны, ни атомной бомбой и так далее, и так далее. Это все вы уступаете другим. Ну, кроме размера. Ну, размер, если брать, где можно проживать, да, у вас там много земель, где нельзя вообще проживать нормально. А величие страны определяется двумя категориями. Отношение этих людей к детям и к своим старикам. Покажите мне великолепные ваши детские дома, детские больницы, и покажите мне ваши великолепные дома престарелых, которых я вижу тут в Германии, например. Это Германия, это еще не самое лучшее. Вот где величие. А лежа у себя в собственной луже под забором кричать о величии, убив там украинских женщин и детей, или чеченских, или сирийских, или грузинских, я не считаю это величием. Турецкий флаг где, говорит? Я разрешаю тебе повесить турецкий флаг. А пока Турция еще не заслужила висеть на этой доске почета. Так. Когда в Грозный планируете? Не волнуйтесь, скоро. Аллах, сила, ислам, Газмагомадов. Бог сила, Аллах сила, не спорю. Танцуй, Россия, плачь, Европа. Какая у вас религия, говорит Богдан непобедимый. Я мусульманин, Богдан. Но это вообще тебя не должно касаться. Это сугубо мое личное дело, кто я и кто ты. Мы уже живем в такое время, что не нужно задавать такие вопросы. Ну, раз задал, я тебе ответил. Так, спрятался, сидит и на Россию гонит. Говорит, почему спрятался? Я же говорю, я открытый. Так, какой-то араб здесь зашел. Эти арабы с никами, с надписями, арабскими именами, там, вязью, пытаются не стать чеченцами, а стать арабами. И они всячески подчеркивают, насколько они мусульмане. И вот он пишет, что я кадыровец. Причем вот этот араб, когда-то, может быть, который был чеченцем, спрятался. И в отличие от меня, не ведет такую активную работу и деятельность. Его родственников не пытают. Но ему хватает наглости, ну, как, наверное, его видение, перейдя в арабский стан, позволяют ему врать. Ну, ври. Так, Амир Халухаев. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Так.
Вот, Германия, ты взяла все испортила, назвала меня старым. Ну, это вообще, короче. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Риалче. Риалче. Ва алейкум салам. Я каждый раз вам напоминаю, уже много раз об этом говорил. Почему вы ставите 95 в конце? Вам нравится, что вам русские фашисты, убив треть нашего народа, от нашей нации, присвоили нам номер 95? Вы согласны, значит, с этим? Да? Где в Израиле убивают детей? Салам. Правый сектор с вами. А я с вами правый сектор, украинец. Ты кадырец или чеченец? Эх ты, араб, араб. 3 минуты, простите, мой эфир. Так. Слава Ичкери. Героям слава. Привет, вы похожи на Алексея Резникова. Не знаю такого. Аслан, ты получил израильский паспорт? Нет, Амад, не получил. Не получил. И даже не собирался его получать. Но ты подал неплохую идею. Я подумаю над этим. Ичкери это что? Это где? В России, говорит добрый ингуш. Говорит подхолопный чувак с ником добрый ингуш. Так, слава Украине, героям слава. Слава Украине, слава Ичкери, героям слава. Так, слава Ичкери, слава Украине. Героям слава. Так, салам алейкум, ва алейкум ассалам. Слава Украине, слава свободной Ичкерии, слава Джахару Дудаеву. Пушка гонка. Героям слава. Так, сейчас по Донецку был прилет, говорит. У нас самые лучшие и добрые люди, говорит Sweet Candy. Да. Особенно это очень показательно по вашим тюрьмам, по вашему ФСБ. И вообще, знаете, как-то был здесь случай, была драка в Германии. Так вот, когда была драка, вот эти два человека, которые дрались, вернее, попробовали подраться, они успели только друг друга так немножко стукнуть, и после этого там, все окружающие налетели на них и их разнимали. И можно сказать, какие добрые люди живут в Москве, например, я могу сказать. Вы можете избивать человека, затаптывать его, и будут все мимо проходить. Привет из Грузии. Камаджоба, Грузия. Украина хочет признать Чечню, говорит Лютый Бендер. Да. Да, как говорится, не прошло и 100 лет. 8 лет война против Украины идет, и только одумались. Спасибо, конечно, это очень важно и так далее. Но хотелось бы, чтобы это было немного раньше. И знаете, вот отместку, это тоже не очень хорошо, в отместку. Ну, это ценно для нас. Для меня вот сейчас слово Ичкерия, моя задача сохранить слово Ичкерия, потому что Ичкерия должна потребовать от России возмещения компенсации убийства в $1 триллион. В триллион, 1 триллион долларов. Убийстве 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, среди которых 42 тысячи детей. Убийства, незаконные аресты 26 тысяч чеченских мужчин и женщин, которые получили от 10 лет и более, в том числе пожизненное лишение свободы. Поэтому для меня это очень важно. Важно, что говорят и вспоминают, и признают, и так далее. И это очень хорошо. Очень хорошо. Но мало. Мало. Так, нам бы химарсы и дроны делать. Украина из России говорит. Нет. Украина не Россия. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Вы лучше так про Америку расскажите, чем о России говорить.
В смысле, я об Америку рассказал только что. Величайшая страна. Вот у меня, знаете, еще очень интересная такая вещь. Вот у меня иногда возникают такие вопросы. Когда русские говорят там русский человек, русские люди, но они никогда не говорят армянский человек или чеченский человек. А, Ну, это фашизм, да, русский такой бытовой фашизм, в чем пропитана вся русская культура, там, искусство и так далее, и так далее. Это как пример, я говорю. И когда меня очень забавляет, когда вы сравниваете себя с Америкой. Нет, друзья, максимум Сомали какая-нибудь, Папуа-Новая Гвинея. Я убежден, у них больше моральных принципов, даже от самых таких отдаленных племен, которые живут где-нибудь в джунглях Папуа Гвинеи или еще где-нибудь. Мораль, нравственность, человечность. Мне кажется, это у них намного больше. Поэтому вы не сравнивайте себя с Америкой, с высокоморальной, нравственной, величайшей страной Америка. Там всякое, конечно, есть сейчас. На меня не набрасывайтесь. Но при всем при этом, конечно же, вам как пешком до Луны, до Америки. А вы за Украину? Ну, как вы думаете, ноунейм? Привет из Германии. Привет, Игорь. При всем при этом, друзья, еще раз напоминаю, друзья, я к русским хорошо отношусь. Я говорю об имперцах и об общей массе того, что делали русские не сегодня с Украиной, не сегодня с Чеченской республикой Ичкерия. Нет. На протяжении веков. Веков. Вот о чем я говорю. Поэтому нормальным русским, не имперцам. Никаких вопросов. Саид Бакуви и все остальные, кто мне сейчас делает подарки, большое спасибо. Ставьте лайки, распространяйте наши стримы. Спасибо вам большое. Ассаламу алейкум, ассалам. Ва алейкум ассалам, Ибраим. Так, предатель заговорил, а что ты не дома? Ну вот опять вы меня называете очередной раз предателем. Как вы можете меня называть предателем? Я чеченец. Чеченец не может быть предателем России, понимаете? Мы враги. Как только мы познакомились, мы с вами стали врагами. И никогда мы вам не клялись в верности. Нет ни одного документа в том, что мы согласились и вошли в состав вашей фашистской России. Никогда. Ни одного документа. Понимаете? Поэтому я не могу быть предателем России, понимаете? Русских, русни, фашистующей. Не могу, понимаете? Я враг. Враг империи, враг ФСБ и вашего фашистского ГРУ. Вот я враг. Прямо открыто вам говорил, говорю и буду говорить. И останусь им до конца своих дней. И воспитаю поколение, которое смогу воспитать врагами фашистской России. Так, друзья, я тут перемотал все комментарии. Так. Каждый из вас говорит, что в истории России нет, а ты говоришь за какие-то века. Я не понимаю, Никита, о чем ты сейчас говоришь. Кто-то говорит что-то, и ты мне приписываешь это. Россия была, Советская империя была, нынешняя так называемая демократическая Россия, империя, царская Россия была, да, была. Ну, отрицать, мы ж не вы, чтобы отрицать очевидное. Так, я русский, говорит. Поздравляю тебя. Слава Ичкерии Украине. Героям слава. Америке кирдык. Конечно, кирдык, конечно. Вот-вот она сейчас уже загнивает. Ой, смешные вы. Так, так, друзья, я чуть перемотаю. Так.
Каждый из вас говорит, что в истории России нет, а ты говоришь, да, это я уже читал. Аслан, за Ичкерию почему не воюешь? Страсбург. А почему не воюю? Ты считаешь, я не воюю? Ты считаешь, если за меня платят $1 000 000, чтобы меня убить, русские террористы и подхолопные чеченоговорящие, ты считаешь, я не на войне? За какого бойца еще у нас давали? Не так много бойцов, за которых давали такие суммы. Я думаю, сумма будет еще расти, Део. Я воюю, в отличие от вас, спрятавших и пишущих мне комментарии разные. Он горный лев, говорит Джермани. Да, я такой, Деон. Кстати, Аслан переводится с тюркского как лев. Ваше мнение про киборгов 242. Не понимаю, о чем мы. Ассаламу алейкум, брат из Казахстана. Да, если флаг я правильно вижу? Ва алейкум ассалам, Казахстан. Вы не похожи на чеченца. Ничем не могу вам помочь. Украина – це сила и воля, и всяка шваль лезет до нас, говорит Марина Забожная. Да, Марина, именно так. Так говорите за себя, а не за всю нацию. Я говорю за всю нацию. Я представляю чеченский народ. И буду говорить так, как посчитаю нужным. Кадыров тебя ищет, говорит Иришка. Иришка, я их ищу. Где они? Где я? Они знают, где я живу. Почему они не приходят? Почему в дверь не постучат? Что, не хватает, да? Не хватает душка. Им же надо подло убить и убежать, правильно? Они не могут прям открыто прийти и сказать. Тем более Кадыров сам. Я бы хотел бы Кадырова лично увидеть. Лично, пускай придет ваш Кадыров. Давайте, он там мастер спорта по боксу, академик там и так далее. Я не мастер спорта по боксу. Хотя мы с ним ровесники. Мы выяснили бы с ним. Да? Я бы с Путиным пообщался, и с Патрушевым один на один. С удовольствием. Даже с тремя с ними. Эти два деда и этот пончик. Давайте сюда делаем. А так они могут из-под тишка только подложить бомбу, отравить там, застрелить. Ну, что поделать. Я выбрал свою судьбу. Нужно же выступать против зла. Я готов. Я готов к встрече с Аллахом. Айрбайк туотик үш даяры бо. Барго. Да, дайок кривас үш да. И туот цаве айрбош астуорю это. Кудиду. Там туо маези шокус чай малыш. Здесь галнаш душ. Аша. Вы все по факту говорите. Красавец, говорит Илья. Дуже дякую, Илья. Не говори по-русски, говорит. Но если я не буду говорить по-русски, как ты меня поймешь, чтобы у тебя подгорело? Ну как? Если я по-чеченски заговорю, у тебя не будет подгорать. Понимаешь, Вася? Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Так, вы не ночи, говорит Каз. Да, допустим. Все верно, все верно. Это твое мнение к СССР. Так. И друг Украины. Да, я друг Украины. Так делать он что я, ну, не. Ты предатель Ичкерии, говорит Страсбург. Да, ты, может, назовешь себя? Кто меня называет предателем Ичкерии, а? Анонимус. Давай, скажи мне. Кто такой дерзкий, короче. Называет меня предателем. Может, ты предатель, спрятавшись за ником сидящий. Азербайджан с вами. Салам, Азербайджан. А Кара враги тебе? А как могут быть Кара не врагами, если они подхолопные, а? Бек, ты пребываешь в плену пропаганды, братан. Здесь очень много лжи про меня говорят. Те, кому вы верите, которые являются подхолопными агентами засланными. И я их разоблачаю. И только меня русские запрещают у себя в фашистской России. Только они мне всячески ставят препоны и так далее, и так далее. А вы ведетесь на эту ложь и их пропаганду. Кто такой Кадыров?
Кадыров подхлопный, предатель своего народа, как и его отец. Кто он может быть для меня? Для настоящего, истинного, свободного чеченца? А? Привет с України, мирного неба вам. Дуже дякую. Вітаю вас, Украина. Это так. Слава Украине, героям слава. А чего вы не дома, а то у себя на родине, говорит, Sweet Candy. Миневар, спасибо за подарок. А чего вы не дома, то у себя на родине? Свит. Я же только что сказал, вы уничтожили 30% моей нации. Вы оккупировали мою страну. Я не могу говорить правду. Нет никаких прав у чеченцев. Чеченцы находятся в заложниках. Я долгое время пытался помогать и как-то выживать в этих тяжелых условиях. Но теперь я решил открыто выступить. И вот уже много лет веду борьбу против фашистской России. Спасибо вам. И вам, Лилия, спасибо. Украине плевать на Ичкерию. Но не будем за всю Украину говорить. Так, друзья, я опять перемотаю, хорошо? Чей Арцах, говорит. Нагорный Карабах имеется в виду, да? Нагорный Карабах был, есть и будет веки вечные азербайджанским. Ассаламу алейкум, Асан. Алматы на связи. Ва алейкум ассалам, Ибрагимович. Алматы, приветствую вас. Смех продлевает жизнь, говорит Германия. Да, абсолютно верно, Германия. И их мой смех очень раздражает. А я все делаю, чтобы у них подгорало дело. Так, Ичкерия зло, говорит, чувак какой-то зашел. Салам алейкум, примите в эфир. Нет, Гасанов, извините, пока нет. Ассалам алейкум. Так. Да, я перемотаю, друзья, потому что, сколько вы тут уже. Друзья, ставьте лайки, распространяйте наши стримы. Сколько. Аслан, давай создаем тоже партию, ведь все наши горе-патриоты уже начали предвыборную войну. Нет, я не имею политических амбиций. Я рядовой солдат Чеченской Республики Ичкерия. И я не собираюсь претендовать ни на какую власть, ни на какие партии. Но всех, кто кормился деньгами, которые полагались нашим бойцам, которые здесь в Европе разворовывались, всем, кто продался Кадыровым, ГРУ, ФСБ, налаживать с ними связи, их я буду разоблачать до конца своих дней. Это мое призвание в этой жизни. Слава Ичкерии. Мо ваше дику дал Бухастам, Исмаил. Батька наш Дудаев. Да, Гена, батька наш Дудаев. Вы ингуш? Нет, мать, я чеченец. Из степа Нашхо, земель Нашха, с горы Нашха. Тысячи лет мои отцы жили там. Из населенного специального места Мазархо или Муцархо. Это всем известное чеченское место. Там у нас хранился архив именно в нашем месте. Муцархо. Архив чеченский, большой котел и печать чеченская. Или печати их было. По-моему, одна. Аслан, так. Я чеченец. Еврей, Маухо Бог, Шанель. والله تقطع قزل شنل عوق شنل Салам алейкум от Лезгина, брат. Ва алейкум ассалам, Лезгин. Лезгинстан, приветствую. Так, спасибо из Азербайджана, слава ночи. Пожалуйста, добрый день. Здравствуйте, Славочки. Героям сам. Кто такой Кадыров, говорит. Привет, брат из Киева. Слава героям Грузии, Ичкерии, Украины.
Героям слава. Привет, Киев. Деньги отрабатывает, говорит. Да не платят, елки-палки. Вот самое неприятное, когда вы обвиняете меня в том, что не происходит. Ладно, не платят. Никто не платит. Все на свои деньги, все на свои деньги, да. Так, і Україна за свободную Ичкерию. Дуже дякую. Так сейчас Украина хочет признать Ичкерию. Ну, вроде бы законопроект несли, я думаю, признают. Батька наш Дудаев. Слава Ичкерии, слава Украине, героям слава. Слава Украине, слава Ичкерии, без Кадырова. Кадыров это всего лишь фейк раздутый. Вот давайте, украинцы, я люблю на примерах вам объяснять, кто такие кадыровцы. Кадыровцы это ваши лугандонцы. Это предатели, которые перешли на сторону врага. Это ваши пушилинцы. Это те, которые сейчас массово гибнут под украинским огнем. Они уже заканчиваются, но очень много. Это вчерашние ваши сограждане. Это предатели Украины. Это и есть Кадыров. Кадыров и кадыровцы. Но на этом не заканчивается проблема Кадырова. Нам постоянно Кадыров, Кадыров. Нет, к большому сожалению, одним Кадыровым не ограничивается. Есть еще предатели чеченского народа, которые называются ГРУшниками и другими разными, которые Кадырова не поддерживают и даже готовы его замочить. И вот есть разные блогеры с длинными бородами, их нам сюда заслали, которые гонят на Кадырова, но работают на ГРУ, например, есть такие. И так далее, и так далее. Так вот, кто такой Кадыров? Посмотрите на вашего Медведчука. Кум Путина, там этот, там друг, такой весь там туда-сюда. У КГБшников нет друзей, у них нету никаких кумов, ничего. У них есть или агент, или враг, или потенциальный агент, который объект разработки, как говорится. Так вот, вашего Медведчука, самого богатого человека, как Кадыров, у нас там самый богатый в Чеченской Республике, во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Так вот, когда задержали Медведчука, и вы там носили с ним какой-то такой ценным товаром, и сказали, давайте обменяем на наших украинцев, задержанных офицеров украинских. Знаете, что сказал Соловьев, который генерал ФСБ? Не сомневаюсь, что действующий офицер ФСБ Владимир Соловьев. Он сказал, мы офицеров на рядовых не меняем. Так вот, агент, как и Кадыров, как и Медведчук, это рядовые, это фигня из-под ногтей для них, для КГБшников. Вы должны сперва понять, что такое КГБ, понимать. Поэтому Кадыров, кадыровцы, которых нам навязывают, раскручивают, это все фейк, это ерунда. Кроме Кадырова есть еще ГРУ, которые чеченцы служат, которые очень много убивали чеченцев, которые хотели жить независимо от фашистской России. Поэтому мы, когда говорим о Кадырове, мы за его этим раздутым шариком прячем истинных виновников. Это Патрушев, это Путин, это банда ФСБ, это банда ГРУ. Вот за кем пытаются они спрятать. Вот кто прячется за Кадыровым. Поэтому не обращайте на эту пропаганду. Это в России работает. Это они там Кадыров раскручен и так далее, там, и так далее. Это ноль без палочки Кадыров. Понимаете? Не обращайте на это внимания. Я не устаю это повторять, буду это повторять. И именно этим занимаются разные засланные агенты чеченские, так называемые чеченские блогеры, подхолопные, которые постоянно делают врага Кадырова и навязывают нам вот этот нарратив, что вот Кадыров беда всех чеченцев. Нет. Кадыров это всего лишь инструмент, всего лишь шарик надувной надутый. Да, это преступник, матерый преступник. Ну как иначе, если его людоеды выдвигают. Кадыров убил 1000 чеченцев, тысячи, может быть, несколько тысяч чеченцев он убил. Русские террористы и ублюдки убили 300 тысяч. Так вот, за вот этим Кадыровым хотят эти 300 тысяч убитых, убийц этих, спрятаться. А мы говорим, чеченцы, не получится. Когда
мы подписывали договор с русскими фашистами в Кремле в 97 году, когда Яндарбиев встречался с Ельциным, или в шестом это было, в седьмом, встречался с Ельциным в Москве, тогда Ельцин хотел посадить напротив другого кадыровца, тогда это был Завгаев, посадить Яндарбиева, нашего свободного президента, хотел посадить напротив своей марионетки. А сам сесть во главу стола, что Яндарбиев Зелимхан не позволил сделать. Так вот, то же самое сейчас уже продолжается делание. Потому что им нужна... И в Украине то же самое, между прочим, друзья. Вам тоже навязывают этого Кадырова, там будут Пушилина навязывать и так далее. Они нам пытаются подменить и опустить нас на уровень Кадырова. А мы говорим, нет, нас не опустишь на уровень Кадырова. Да, опустишь вот эту засланную агентуру, которая, ну, она и является уровня Кадырова. Они подхолопные они. Кадыров подхолопный, другие подхолопные. Очень много у Кадырова, как я уже говорил, врагов, которые готовы порвать этого Кадырова и забрать его все эти деньги, блага, которые он наворовал и так далее. Поэтому, ну вот, из-за чего весь сыр-бор, и я начал разоблачать вот эту их систему, и меня начали называть кадыровцем. Хотя я сделал больше вреда Кадырову, чем они своими этими разговорами. Тебе мало дней осталось, говорит, Ди Осетов, говорит. Сколько мне осталось дней, знает только лишь Всевышний Аллах. И сколько бы их ни осталось, они мои, не считай мои дни, посчитай свои. Кадырова отец тоже предатель, конечно. Ну тогда спецслужбу нужно тебе возглавить, говорит. Я думаю, надо бы возглавить эту спецслужбу. Херсон, Украина. Слава Дудаев, позор Кадырову. Совершенно верно. Моя бабушка Нашхо, говорит, Света Акинка. О, ничего себе. Машалла, я тоже Нашхо с Хайбаха. О, Седа, мы соседи. Вот Хайбах, тоже известное место. Ну, друзья, я вас прошу, не пишите свои данные, чтобы как-то вас можно было идентифицировать. Особенно, если вы находитесь во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, друзья. Это небезопасно. Тем более сейчас все только-только усугубляется для граждан или оккупированных Россией. Да, мама Джахара тоже, по-моему, была Нашхо. Да, мама Джахара Дудаева была Нашхо. Так что Джахара Дудаев мой племянник. Саишик Ату. Вы юрист по образованию? Да, я работал адвокатом какое-то время. Скажи, почему ты кинул под ником... Почему? Идешь ты, обург, знаешь, куда идем? Кого я кинул? Так, друзья. Я девушка, если что. Ну извини, Шанель. Я же не знал, что ты девушка. Да. Привет с Украины. Витаю, Украина. Никого ты не разоблачишь, пока не начнешь говорить о дружбе народов. А я говорю о дружбе народов. Так, привет из Одессы. Привет, Одесса. Слава Аллаху, говорит. Как вы относитесь к тому, что Украина хочет ПП? Что значит ПП? Я из Израиля. Слава Україні, свободу Ічкерії. Ела, дуже дякую. Героям слава. Тода раба. Ахмад Псина говорит. Но он умер уже. Оставь его, Михаил. Зачем ты так о нем? Брат, Ичкерию признала Украина. Это правда? Ну, вроде сейчас вынесли они на голосование. Посмотрим. Салам алейкум из Узбекистана. Ва алейкум ассалам, Узбекистан. Так, друзья, я опять перемотаю, потому что я не успеваю. Вы столько пишете комментариев, а мне нужно подробно все вам рассказать. Там, привет с Киева, братья. Витаю, Киев.
Привет с Майами, витаю Майами. Аллаху Акбар, Шамиль Басаев. Брат, что добивается Россия? У меня есть свое видение этого. Я давно наблюдаю за фашистской Россией. И фашистская Россия создает неодворянство. Они об этом давно сказали. КГБ создает, ФСБ создает неодворянство. Они строили коммунизм. Как мы знаем, в Советском Союзе не было собственности. И мы, наши отцы и деды, работали на Советский Союз. И вот все, что мы накопили за эти 75 лет рабства для КГБ. КГБ в 91 году, понимая, что это не жизнеспособная эта страна, и хотели жить и пользоваться этими благами, которые наши отцы и деды накопили, они распустили Советский Союз и переформатировали его в СНГ. И в этих СНГшных странах они оставили своих КГБшников. Так же было в Грузии, так же было в Казахстане, продолжает так же быть, так же было в Украине. Ну, за исключением некоторых стран, например, стран Балтии, которым удалось вырваться. И Чеченской Республики, которая тоже попробовала вырваться. И просто на нее Россия напала первой, и мы оттянули эту войну на долгие годы на себя. Так вот, эти КГБшники, потомки этих КГБшники, они власть передают своим гивнюкам по наследству, решили создать монархию. И с великой славянской историей в лице Украины, Киевской Русью и так далее, и так далее. И сейчас России нужна Украина из-за ее истории. Потому что без истории Украины, настоящей, не фейковой, фальшивой, суржика русского, который они свою историю там намалевали, им нужна настоящая украинская история. Славная, богатая украинская история. И некоторым украинцам они тоже дадут титул дворянства. У них эти гибнюки есть. Например, ну, не буду сейчас по фамилии называть, но вы все украинцы без меня знаете. СБУшников, начальника СБУ, который сбежал и так далее. Иллюстрации с тех пор не было в Украине. В 2014 году начальник СБУ сбежал, иллюстрации не было, ну и так далее, и так далее. И вот для этого им нужна Украина. И в Украине есть люди, которые поддерживают вот это новое дворянство, так называемое. Вот для чего ведется против вас война. И на нас, на чеченцев, напали первыми, потому что посчитали, что мы более слабый враг, и ошиблись, очень жестоко ошиблись. И если бы они пошли бы воссоздавать великую Россию, новую империю с Украины, то мы, чеченцы, не сидели бы сложа руки. И Кавказ мы бы подняли бы, и так далее. И нас просто хорошо знали, поэтому решили на нас напасть первыми. И Джохар Дудаев, понимая, что мы можем не выстоять, да, надежда у него, наверное, была, конечно же, но у него, понимая, что не выстоит, может чеченское государство не выстоит, все равно он знал, что потом после Чечни будет война в Украине, у меня об этом есть видеоролик, кстати, очень распространенный, тут в ТикТоке есть в том числе, где я говорю на эту тему. Он, понимая, что мы можем не выстоять, все равно сказал нам драться. И мы дрались и дали украинцам и другим время, чтобы они восстановили, вырастили новое поколение. Новое поколение. И вот мы видим, украинцы, свободные украинцы дерутся, хотя многие даже не ожидали, многие удивлены, что украинцы так дерутся. А я нет, я не удивлен. Ну, если только чуть-чуть. Вы поняли, что нужно знать историю не только своей страны. Теперь мы точно это знаем. Мы поняли, да? Как будет правильно, Кадыров или Дыров?
Так, молодец, Аслан. А то я распространял видео, говорит Александр. Дуже дякую, Александр. Где вы живете в Германии? Город Гамбург. Вы верите в Бога? Ну что за глупый вопрос? Какое ваше дело? Верю я или не верю? Что вы хотите этим сказать? Салам из Абхазии. Салам, Абхазия. Иса Мунаев, Аллах Азат Обал Дуэльцин, достойный сын своего народа. Говорит, да, Азат Обал Дуэльцин. Так, МВ Грозный зашел. Так, МВ Хосаб, имовой модератор, моего. Гимнюки по наследству. Да, Грозная. Гимнюки по наследству. Молодец, дядь. Салам из Казахстана, да? Казахстан, салам. Алга, Казахстан. Летаю Киев, Моол, сих. Літаю, Олес. Вітаю, це Олес. Слава Україні, слава Ічкері, свободу. Молодець, Асан. Дуже дякую, Александр. Так, героям слава. Как вы относитесь к белорусскому народу? Очень хорошо. Очень. Брат, чего Россия добивается? Я уже рассказал. Салам с Экибаса, Казахстан. Салам, Казахстан. Так, друзья. Салам из Тель-Авива. Шалом, Тель-Авив. Приветствую вас. Так, привет из Грузии. Амарджоба, Грузия. Рамзан Кадыров. Вы знали Ису Мунаева? Нет, лично я не был с Ису Мунаевым знаком. Брат, а чеченский геноцид из-за того, что Чечня хотела отделиться? Да, совершенно верно. Абсолютно так. Фашистская Россия хотела таким образом разграбить Россию и отвлечь внимание русского народа, при всем при том, что вот сейчас мы тут говорим что-то на русский народ такой же потерпевший. Не посчитайте это каким-то расхождением двойными какими-то стандартами, что я говорю, но это именно так. При всем при этом, что, как и Кадыров, он тоже жертва, но он тоже убийца, он тоже преступник. Также и большая часть русского народа, они жертвы и тоже преступники. Маленькая часть не преступники, просто жертвы. Как и мы, и украинцы, и чеченцы, и грузины, и сирийцы, и все остальные. Поэтому нужно было разворовать, разграбить Советский Союз, и нужно было отвлечь. И война это была им необходима для этого. Но они думали быстренько с этим справиться. Ну, там, может, много было причин, в том числе одна из причин, на мой взгляд, та, что они рассчитывали запачкать, взять КГБшники, повязать кровью Ельцина и его семейку. Ну, в принципе, они это сделали, и он потом власть им спокойно передал, как и должно было быть. Так, за подарок спасибо. Не успел прочитать имя. Так, друзья, я перемотаю. Советский Союз, великая страна. Советский Союз, фашистская, нехорошая субстанция. Да. Так, мы не могли отдать чужим свою страну. Даже под бомбами рождаются дети. Мы верим в победу, говорит Джек. Паша Тома, спасибо. Спасибо за подарки. Так, брат, а почему Кадыров старший предатель? Любой человек, перешедший на сторону врага и служащий врагу, есть предатель. Есть предатель. Салам из Таджикистана. Так, ваше мнение о Басаеве. Легендарный Шамиль Басаев, герой чеченского народа. И не только чеченского. Какая погода в Гамбурге? Какая погода в Гамбурге? Плюс 23 показывает. Ты проверяешь в Гамбурге, но у тебя какие-то лоховские проводы. Я очень известный уже человек в этом ютубе, в этом интернете. Все меня знают, что я в Гамбурге живу, не волнуйся. Какие-то у тебя лоховские проверки. Ваше мнение, Басай. Так, ты откуда? Я из города Джохара. Родился в Грозном, теперь это Джохар город. В Украине есть законопроект за признание свободной Ичкерии, да? А то я распространял видео Джохар Дудаев в 2022 году, січні 19. Ты кто по национальности?
Так, это уже было. Жертва Рамзан. Отец был убит, а он уже через 3 часа стоял в Кремле. Так, Муслим Арцуев. Спасибо, Баркал Гун, за подарок, Деон. Свобода. Так, жертва Рамзан. Да, вы сейчас будете вырезать, конечно, что я имел в виду, вы прекрасно поняли. Но главный враг это ФСБ и ГРУ. Это вот имперская фашистская Россия. Вот исходите из этого. Все остальное ими управляется. Кто-то по доброй воле виртухай дем. Муслим Баркал. Кто-то по доброй воле виртухай. Кто-то насильно. Но это, конечно, не освобождает от ответственности. Шамиль Басаев сказал, не Кадыров, а Кафыров. Вы с этим согласны? Более чем. Брат, ты герой своего народа. Леки, дуже дякую. Белгород это Харьковская область, по-моему, поэтому и бомбят. Так, Баркал. Спасибо Азербайджану. Брат, весь мир боялся СССР. Или был кто-то, кто мог дать отпор? Ну, я бы не сказал, боялись, конечно, ну, атомного оружия боялись, да, были мощные спецслужбы КГБшные, которые очень много творили. Но боялись, не боялись, что стало? Разве кто-то завоевал Советский Союз? Кто-то убил много советских граждан, и они сдались? Нет, они сами были не способны просто противостоять. И, знаете, американцы очень сильно, и англичане очень сильно хотели спасти Советский Союз. Опять же, как это может не показаться парадоксальным, им очень нужно было, чтобы Советский Союз сохранился. Потому что нужно смотреть, что это, извиняюсь, очень сильно дерьмо было, чтобы вот с чем было сравнивать. Все познается в сравнении. Вот это неодворянство, которое путинское, это то же самое дерьмо, извиняюсь. И эти ФСБ это дерьмо самое настоящее, гибнюки самые настоящие, убийцы без морали, без принципов, без чего-либо. И они нужны, чтобы показать, понимаете? Нету идеальных стран. И Америка не идеальна, и Ичкерия не идеальна, и Украина не идеальна. Но мы же не знаем, насколько она идеальна или не идеальна, если у нас нет не с чем сравнить. Поэтому вот это им нужно было, вот это грязь, вот это, чтобы закрыли ее и живи себе. Главное, нас не трогают. Каждый же преследует свои национальные интересы. Американцы и все остальные преследовали свои. Поэтому никто не боялся. Просто если лежит куча, вы же ее не потому что боитесь, не наступаете, а потому что это куча. Так, Муслим, спасибо, хватит задаривать. Здравствуй, свободная Ичкерия. Камаджоба Генацвале. Я тебя знаю, дружище. Так, я тоже в эфире. Вы приходите, кто хочет чеченцев. Я тоже в прямой эфир. Вы приходите, говорит Александр. Александр, я сейчас закончу этот стрим. Потом у меня будет сегодня по Украине в 7. По Берлину в 6 у меня будет стрим с украинским блогером Сергеем Ивановичем, Киевская Русь. Поэтому и мне еще нужно кое-что сделать. Так. Какие книги посоветуют чеченской истории, чеченской войне? Я сейчас пока вам не скажу ничего. Обратись к чеченцам в Париже. Там остались на улице 4 детей и бабушка чеченка. Там очень много чеченцев. Обращаюсь. Где, в каком городе? Так, здесь тут Страсбург какой-то был мне тут. Где-то пропал. Как только сказал, назовись, пропал Страсбург. Так, я тоже премию. Так, жаль, что в 96-м не было интернета. Знаете, сегодня есть интернет, но это не мешает тем людям, которые видят то, что им хотят видеть, да, не то, что есть реально, то, что им удобно видеть, видят даже имея интернет. Как вы видите, 37 тысяч, сколько? 37 870 орков
несмотря на интернет, поехали в Украину, ну или предатели Украины, которые там находились. И за прошедшие сутки 300 штук их уничтожено, едут. Поэтому, да, конечно, интернет был бы очень нужен, и жаль, что его не было тогда, конечно. Больше было бы у нас доказательств разных преступлений. Так, а чего Россия бомбит Белгород? Салам алейкум, брат. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Так. Белгород, это Харьковская область. Муслим Баркал. Бам-бам, очки мощные, да? Так, салам Аллах, мягко, да? Атту бол, дейли салам маршал оль. Аллах муак. Привет из Николаева. Привет, Николаев. Париж. Ну, нужно так распространить все это, Акинка. Надо как-то обратиться. Не просто я тут среди дела в эфире сказал. Нужно имя, фамилия, где находится. И они сами должны попросить. Знаете, когда люди не нуждаются в помощи, и ты им оказываешь помощь, и решаешь какие-то проблемы, иногда бывает, да, иногда люди не нравится, что это стало публичным достоянием. Поэтому если у них желание есть, пожалуйста, присылайте мне информацию от них лично. Я все, что смогу, сделаю. Салам алейкум, брат. Слава Украине, славочки. Героям слава, алейкум салам. Интернет помогает и правду узнать, и пропагандировать. Брат, почему русские ребята поддерживают Путина в этом пути, как считаешь? Потому что фашисты, потому что имперцы. Путин деньги у них украл и дает им взамен вот мнимое их величие. Ну вот, бараны. Так, какие преступления? Хорош собирать, иди воюй. Босс решала, говорит. Вали отсюда, босс решала. Для Украины и сам иной герой, как к нему относитесь? Хорошо отношусь. Так, вы можете сказать про Казахстан и Россию? Что сказать, что вы имеете в виду, number one? Так, друзья, я тогда на этом свой стрим закончу. Спасибо, что смотрели, поддерживали. Я надеюсь, немножко я смог вам разъяснить ситуацию и поддержать Украину. Ассаламу алейкум, ваш аслан Аллах рейс хулину, Аллах ларвойло васу учумна. Ва алейкум ассалам, юзер. Де рейс масар на хуйлу, Аллах рейс хуна масар на хуйлу. И вам гарного вечера всем, друзья. Спасибо вам большое. Всего самого хорошего, друзья. Сегодня я наш же стрим размещу, сегодняшний стрим размещу у себя на канале Reality. Заходите. И сегодня 19:00 по Киеву и 18:00 по Берлину будет у меня прямой эфир на моем канале Reality HRCI. Просто Reality Аслан Арцуев. Так найдете. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку, друзья. Иншаллах. Всего хорошего, друзья. Так, как это выключалось уже? А вот надо выйти отсюда. До свидания.